Вот у них в Усть-Каменогорске есть девочка, многодетная мама. И честно, да, мы с ней общались, с ее вот этой девочкой. Как зовут ее? Асель. Асель мне скидывала фотографии ее ребенка. Там гидроцефалия, отек мозга. Ну вы поняли? Голова измененная, да? Я ей сказала, Лиза, честно говорю, между нами, ну не жилец ребенок. Вот как-то не так, да? Я на тоже. Наверное, что-то тяжелое, да, вот сюда. Сюда нас просят перейти. Вот. Такой не жилец ребенок, как бы, но вот мы с ней тоже обсуждали. И вот сейчас, представляете, употребляя Витабрейн, вот какой результат получил этот ребенок? Смотрите, друзья, переписка была, и когда мне Арита написала такое дело, я, честно говоря, побоялась даже скидывать это. Нет, мы о Селе об этом не говорили, мы же не можем видеть. И мне даже было страшно вообще это сказать. Она говорит, а что Арита ответила? Я говорю, ничего. Я промолчала, просто не скинула ответ. Вообще произошел такой вот, Арита сейчас уже сказала, получается, это 5-й ребенок, он родился раньше времени. Гидроцефалия головного мозга, то есть действительно голова была огромная. И поставили шунт в голову. Кто знает, да, что это такая трубочка для того, чтобы для вывода жидкости. Вот. И Какая стадия? по стадии я не знаю. Сейчас вам мы скажем, там трубка в голове. Значит, вторая, третья. Вы в этом разбираетесь? У вас тоже такая проблема в себе? Я тоже видела. А, да? Вы невропатолог или неонатолог? Невропатолог? Ага. Это здорово, конечно, что вот сейчас вы услышите этот результат. Теперь смотрите, что произошло. Получается, что когда Аселия подошла к врачу, я буду говорить, да, не медицинским термином, я не врач, и спросила, есть ли вообще хотя бы один шанс, 1%, чтобы этот шунт убрали с головы со временем. На что врач ответила, в вашем случае вообще нет, ни 1%. Это нулевой шанс. Тоже как я. Вы всю жизнь будете шунтозависимым. Всю жизнь. На сегодняшний день, я хочу вам сказать, благодаря нашим продуктам, Витабрейн, все знают, да, это головной мозг, и на сегодняшний день этот шунт убрали. Гидроцефалии головного мозга нет. Размеры головы абсолютно нормальные. Абсолютно нормальные. Ребенок, у него был блуждающий взгляд, когда был шунт, он смотрел куда-то в одну сторону, там Аселия ему щелкает, там зовет его, а он не видит куда-то в разные стороны, понимаете, глаза разбегаются и так далее. И шунт убрали, голова нормальных размеров, ребенок улыбается, хорошо реагирует адекватно. И вот что интересно, после гидроцефалии там же осталась, вот жидкость ушла, и там осталось такое пространство, в котором образовались кисты после этого. Образовались кисточки, которые беспокоили ребенка. То есть у него получается в течение дня многочисленные эпилептические приступы. То есть ребенка, да. И плюс еще головные боли. Вот эти кисты, они, оказывается, дают страшно головные боли, на что ребенок потом взрывается, плачет. И после того, когда вот у него начинается приступ, Аселия дает ему Витабрейн, буквально она говорит, несколько минут ребенок перестает плакать. Представляете, боли прекращаются. И вот то, что сегодня по нам... А Витабрейн – это чистый таксофален, самой высокой чистки, наш продукт. Это травяной продукт, это не обезболивающий, это не анальгетик, это не стероидный препарат, это трава, которая не вредная, вы понимаете, о чем я? А представьте, мы бы ребенку давали не стероидные препараты, а если бы мы ребенку давали обезболивающие препараты, то мы бы посадили ребенку печень, а тут, получается, идет на восстановление ребенок. Вот о чем речь. От радиопротектора у него жидкость перестала скапливаться. Она Вот, ему по еще целой доковитин радиопротектор. И смотрите, ну, Аселия хочет записать полное видео. Сейчас она делится, говорит об этом в комментарии. Она сама записывает сейчас ролики и показывает, снимает своего ребенка. У меня есть фотографии до и есть фотографии после. Ой, скинь, Просто, да, единственное, что Аселия, я думаю, что она сама это сделает. Я как бы не хочу это делать, пока она сама этого не сделает. Да. Она покажет. Она сейчас хочет, чтобы действительно уже поставили на бумаге, чтобы это было. Не просто она говорит, а чтобы это было на бумаге подтверждение, потому что многие люди действительно верят только бумаге. И сегодня вы видели, да, в интернете, сколько много детей с гидроцефалией, какие огромные головы, и у этих детей нет шансов. Огромные деньги вливаются, нет результата. И вот такой случай, который произошел с Аселией у нас в данном случае, он единственный. Понимаете? Он единственный. А врач что сказал? Это невозможно, А да? врач сказал, шансов 0, в вашем случае процентов 0. Вы будете всю жизнь шунтозависимы.
И сегодня у ребенка эпилептические приступы прекратились, головные боли редко-редко, но их снимают именно вот эти витамины, нашим натуральным продуктом. Понимаете? Ну, мы все радуемся, конечно. Я вообще заплакала от радости, потому что я видела изначально, в каком состоянии был ребенок и как сегодня он себя чувствует. Лизавета, еще я хотела вас спросить. Я знаю, что вы раньше работали с продуктом, тоже в составе был дигидрокверцетин. У тебя есть большой опыт. Ты мне, помнишь, говорила? Наш продукт тоже имеет в составе дигидрокверцетин. Если вы пойдете в аптеку, вообще дигидрокверцетина вы увидите разного размера, цены и так далее. Чем отличается наш дигидрокверцетин от тех, которые ты применяла? Вот ты, помнишь, говорила. Да. Смотрите, друзья, где-то больше 10 лет назад, около 10 лет назад, я работала в одной компании, где мы работали с дигидрокверцетином. То есть, что это такое? Это антиоксидант, то есть он добывается с комелевой части лиственницы. В комелевой части самые активные ферменты. Именно оттуда добывался дигидрокверцетин. Но на тот момент там не было клинических исследований. Это первое, да, то, что есть у нас сегодня. Он не был такой очистки. То есть этот дигидрокверцетин шел желтенького цвета немножко, еще там были опилочки, представляете, смолы разные и так далее. Хотя смолы не чистый он был. И вы знаете, мы работали с этим продуктом, у нас были такие результаты, у нас женщины приходили. Вот вы знаете, что сейчас у нашего, да, дигидрокверцетина, он как антиоксидант, там есть показания по онкологии, клиника есть. Здесь у нас не было клиники, он был не очищенный. К нам приходило очень много людей, которые прошли несколько химий, они проходили лучевые терапии. То есть это люди, которые стояли на учете по онкологии. И после того, когда они применяли неочищенный дигидрокверцетин, ребята, многих снимали с учета. Я знаю, что женщины там приходили в основном в платочках. Вы знаете, что лучевые, да, и химии волосы теряют женщины. То есть там страшные вещи происходят. И женщины приходили там в платочках. Потом, когда они вот курс пропивали, представляете, неочищенного дигидрокверцетина, они снимали платочки, они приходили, пока, смотрите, у меня волосы начали расти. Смотрите, у меня как ноготь укрепляется. Смотрите, вообще в каком состоянии. То есть многих снимали с учета. Ребята, это был грязный дигидрокверцетин. Я сейчас вспоминаю, когда сказали уже, от Андрея Турчева услышала, я вижу на баночках, что есть клиника, что у нас очищенный препарат 96-98%, ребята, я вообще настолько обрадовалась. Я понимаю, какие результаты мы сегодня будем получать с таким дигидрокверцетином. Еще плюс араминогалактан, это сильнейший проводник в клетку. Понимаете, у нас не было этого. Мы ели опилки, и люди уходили с учета по онкологии. Представляете, что мы сегодня держим в руках? Вообще супер. Просто об этом знаю. Я работала с этим продуктом, поэтому я могу твердо заявлять, я на 1000% уверена, что сейчас результатов будет, не знаю. Просто огромное количество. Вау, супер. Благодарю.